10 ноября в Башкортостане вступают в силу новые антиковидные ограничения. Теперь для невакцинированных граждан они распространяются при входе в гипермаркеты. Обсудим самочувствие бизнеса прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами вице-президент Ассоциации предпринимателей Башкортостана Юрий Васильев. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете сегодняшнее положение бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом и как можете оценить предыдущие 2 года? Ну, знаете, мы все время говорим, да, каждый год тяжело, то есть, когда же это будет хорошо. Надеяться лучше, чем, не надеяться совсем. Поэтому, конечно же, те меры, которые принимаются, они не просто так, вот. Но вопрос в другом, что, насколько они эффективны. И здесь надо, наверное, от бизнеса иметь органам исполнительной власти, то есть обратную связь. То есть вот это подошло, это не подошло. То есть, есть скопление людей, значит, это оперативно нужно было предусмотреть, то есть, решить, а не просто, то есть, одним там указом, то есть, думается, что все сразу решится. То есть, здесь же нужно сохранять баланс. Бизнес тоже должен существовать. То есть, всем оказать государство помощь не может, вот, то есть, соответственно, да, но и бизнес должен, то есть, понимать, что ему надо как-то выживать в эти трудные времена. Но он должен понимать тоже, что мы вместе только справимся с этой бедой, то есть, если будем с пониманием относиться к тем введениям, которые, то есть, вводятся по ограничениям и по QR-кодам и так далее. То есть, поэтому, конечно, здесь должен быть диалог между бизнесом и властью. Есть ли он и о чем говорили последние 2 года, есть ли результат вот этих разговоров? Ну, вы знаете, так как я представляю интересы сообщества предпринимателей, я сам вхожу в общественные советы в разных комитетах. Конечно же, это опять такой, то есть, плюс для предпринимательства, когда ты можешь диалог выстраивать, находясь, то есть, непосредственно в заседаниях, комиссиях и так далее. Плюс, допустим, такие мероприятия, как форумы экономические, да, инвестиционные в Сибае, то есть, соответственно, тут такую сделали уникальную площадку, где, вот, допустим, я решил, наверное, все свои там вопросы, то есть, поставленные передо мной бизнес-сообществом за 2 дня, то, что я не могу там за полгода решить. Вы попробуйте как каждому министру попасть, там, замминистру и так далее, да. А это, то есть, та площадка, где идет, то есть, такой диалог, круглые столы, заседания, ты можешь подойти, неформально пообщаться, то есть, это намного лучше, нежели, то есть, какое-то заседание там совета, то есть, там еще что-либо, где там прописан протокол, то есть, протокольная часть и так далее. Мне кажется, вот таких вот форумов должно быть намного больше, его еще надо и в Уфе сделать. Ну, давайте продолжим вот форумную деятельность. Да? Мы знаем, что 24 ноября состоится форум «Бизнес нужно делать вместе». Спикеры, кто у нас ожидается, какие темы войдут в повестку, да, и Республика Башкортостан, что будет предлагать и какие идеи озвучивать? Ну, смотрите, данный форум идет при поддержке комитета по предпринимательству и «Мой бизнес». Соответственно, да, само название говорит о том, что, то есть, вместе, это значит, мы должны, то есть, диалог выстроить на этой площадке, то есть, бизнес должен озвучить, то есть, какие вопросы его беспокоят, то есть, исполнительная власть, то есть, комитеты, которые занимаются, соответственно, то есть, по бизнес-направлениям, должны тоже, то есть, наверное, в повестку своей работы это включить. Есть возможность, то есть, бизнесменам задавать вопросы, да, там, в онлайне, то есть, получать ответы. Это очень хороший предмет, то есть, для того, чтобы как раз-таки, наверное, вот в этот момент ограничительных мер, то есть, да, где-то что-то подправить, где-то что-то услышать, то есть, о мерах господдержки, о тех вопросах, которые, то есть, можно в диалоге решить. Вот. Ну а спикеры будут это практикующие, то есть, бизнесмены, эксперты, то есть, и так далее. Ну, они сейчас все, в принципе, указаны на площадке регистрации, все это бесплатно, поэтому я приглашаю всех зарегистрироваться и принять участие. Кто может стать участником? Любой. Это платное участие? Это бесплатно. Это бесплатное участие? Да, любой, то есть надо пройти регистрацию и все. Как вы оцениваете опыт Башкортостана вот в период пандемии? Мы знаем, что принимались пакеты поддержки, да, на несколько миллиардов рублей. Вот дали ли они эффект, что вы увидели? Ну, знаете, у меня разносторонний бизнес, да, допустим, то есть, допустим, бизнес супруги, это туристический бизнес, конечно же, вот он ей сильно помог. Когда, то есть, практически он приостановил свою деятельность. Моя деятельность не приостанавливалась, я занимаюсь охранной деятельностью, да, но хочется всегда тоже, то есть, получить поддержку, то есть, но я понимаю, что ограничены ресурсы, то есть, государство, и здесь надо опять выстраивать диалог, а кому она все-таки нужнее, в какой пропорции, то есть, и как это поступать. Наверное, как раз-таки такие меры, то есть, они позволят выработать и технологию, то есть, взаимоотношений, то есть, и какие-то перспективные вопросы, связанные с налогообложением. Вот сейчас, то есть, письма счастья
получает бизнес, да, я думаю, что он находится в шоке, то есть, как бы, потому что 2% от кадастровой стоимости, но всех очень сильно напрягает. Конец года — это, как всегда, годовые, то есть, как бы, платежи, то есть по налогам, соответственно, и так далее. Поэтому есть о чем разговаривать. Решение есть? Предложение от бизнеса по этому Есть, вопросу? конечно, само собой. Какое? Ну, вы знаете, то есть, как бы, я вот перед тем, как идти на передачу, тоже посмотрел, а что же сделалось там в соседних регионах. Ну, допустим, Удмуртия смогла там снизить, то есть, определенный процент упрощенного налога. Мордовия, то есть, и так далее. Поэтому, ну, наверное, и мы можем тоже. Поэтому надо брать примеры тоже соседей, то есть, положительный, как они тоже решают свои вопросы для бизнеса. Вот здесь бы я бы такое бы решение предложил. На базе Ассоциации предпринимателей республики чаще всего какие проблемы поднимаются и обсуждаются? Вы знаете, там первая задача, то есть это приходят начинающие предприниматели, это за опытом, это за практикой, и где получить поддержку, то есть как бы от государства. Всеми этими инструментами мы обладаем, так как мы постоянно взаимодействуем с комитетом по предпринимательству, мой бизнес, проводим акселерационные программы вот 4 года подряд, то есть у нас есть такая программа «Акселерация. Большая игра для малого бизнеса». В этом году она, надеюсь, тоже появится, то есть как бы и предприниматели смогут получить, то есть и знания, и практику, то есть как бы и помощь от государства. Где ниши сегодня перспективные? Да, вы смотрите, то есть при локдауне, да, появилась, то есть как бы очень стремительно развивающаяся доставка пищи, одежды там и так далее, то есть как бы, да, мы еще, то есть много лет назад не знали, что такое маркетплейс. То есть, как бы, да, теперь, то есть, как бы, все знают, что товар, то есть, как бы, Валберес, там, Яндекс.Директ и так далее, все это можно продавать, то есть, как бы, вот, не выходя из дома. Поэтому, ну, здесь, знаете, какие-то отрасли, то есть, как бы, снижаются, а какие-то новые появляются. Поэтому бизнесмен, он и обладает и чутьем, и пониманием, и знанием, то есть, как бы, идет туда, где, то есть, как бы, как раз есть и спрос, и предложение. Видите ли вы изменения вот в потоке желающих начать свой бизнес, да, конкретно обращаются кто к вам? Стал он меньше, либо больше? Вот сейчас, в это непростое время. Вы знаете, для меня удивительно, да, что у меня, допустим, есть свободные площади, которые я сдаю в аренду, они на 100% на сегодняшний день, то есть, как бы, стали востребованы. Меня это очень удивило и обрадовало. Значит, получается, бизнес немножко выходит, то есть, как бы, из стагнации. Значит, получается, что он понимает прекрасно, что все равно работать надо, находит для себя, как вы говорите, нишу, то есть, как бы, возможности самореализовываться. Нужно ли предпринимателям сегодня объединяться? Однозначно, потому что диалог с властью именно так должен происходить, понимаете? То есть, во-первых, это законодательная, то есть, как бы, возможность образоваться, то есть, как бы, можно по отраслевым признакам, можно для решения вопросов, даже разово можно объединяться, но власть, она не может же, то есть, как бы, да, там, значит, с каждого услышать вот просто, то есть, как бы, да, понятное дело, что есть и сейчас интернет и так далее, но легче, я имею в виду, да, когда вот есть сообщество, выработано решение, а что предлагаем, уже отточенное, то есть, как бы, и предложенное, вот здесь вот, то есть, это самый лучший инструмент. Ну, вы уже сказали, что самый больной вопрос — это налогообложение. Да. Что еще могут предложить для обсуждения с властями предпринимательские сообщества? Ну, смотрите, мы все время говорим инвестор, а кто такой инвестор, да, и мы все ждем какого-то чудесного инвестора, который должен прийти из-за границы, там, с другой территории, то есть, как бы, я считаю, что здесь внутренний потенциал такой у нас, то есть, как бы, огромный. Вот здесь мы должны собственных инвесторов взращивать, потому что нам нужен налогоплательщик, который здесь будет платить налоги, то есть, как, будет увеличивать вал, то есть, как бы, здесь будут строиться дороги, то есть, как бы, школы, детские сады и другие вещи, не только за счет федеральных денег, то есть, как бы, нам нужны свои деньги, теми, которыми мы можем здесь распоряжаться, потому что у нас есть орган самоуправления, это муниципалитеты, это районы и так далее, и они именно, то есть, как бы, живут на это, поэтому, то есть, как бы, здесь большой потенциал, его надо развивать. Юрий Николаевич, вот завершается 2021 год, с каким настроением предприниматели входят в 2022? Насколько уверен взгляд? Какой уверенно? Болеют, дай бог им всем выздороветь, то есть я в плане имею в виду бизнеса, понимаете, перешагнуть и увидеть перспективу. Я всегда говорю, то есть, как бы, сделайте, знаете, долгосрочную программу. Не надо каждый раз что-то менять, то есть, ну, не успевает бизнес перестраиваться, то есть, как бы, под такие новеллы, то есть, как бы, когда есть бизнес-план, ты его разрабатываешь, а потом бабах, тебе что-нибудь прилетает, то есть, неожиданно. Ну, смотрите, здесь есть контрточка зрения. Например, у нас тоже были гости, федеральные спикеры, которые говорили, что
наоборот, сейчас акцент на то, чтобы делать краткосрочные пакеты мер, которые помогают сейчас, но заглядывать завтра это очень сложно и опасно. Вы знаете, то есть как бы Советский Союз тоже ругали, то есть как бы, у него была пятилетка всегда, то есть как бы плановая, да, экономика и так далее. Но не можем мы без поставленных задач, то есть как бы на будущее, то есть решать краткосрочные вопросы. У каждого есть свое мнение. Но вот у меня бизнесу 26 лет, и все время я в каком-то, то есть как бы таком, знаете, экстремальном, то есть как бы в вопросе, то есть как бы взаимодействию, работаю и так далее, а хочется немножко спокойствия, чтобы я знал, когда, что, чего, где эта точка, то есть как бы, где что изменится там и так далее. Так лучше бизнесу будет, нежели, то есть его постоянно в стресс вводить, потом выводить, то есть как бы из комы, то есть согласитесь. Юрий Николаевич, топ-3 задачи на 2022 год, по вашему мнению, для предпринимателей Башкортостана? Снижение кадастровой стоимости однозначно, то есть хочется, да, то есть как бы по налогам, чтобы они были сбалансированы, чтобы были больше, то есть инвестиционные, то есть как потенциалы, то есть это возможность для бизнеса получать доступ информации к земле, к имуществу, не только, то есть как бы, что вот оно там где-то есть, да, там абстрактно, то есть как бы. Как это сделать? Упростить механизм? Каким образом можно? Ну, вы знаете, то есть как бы вот диалог опять, то есть как бы власть должна диалог выстраивать с бизнес-сообществом, с бизнесом, когда мы знаем, что нам лучше. Вот понимаете, нет, ну не может чиновник, находясь 24 часа в сутки, ну так утрированно, да, то есть в своем кабинете понимать, что на земле. То Буквально есть, минута остается, да, и третий момент. Да, третий момент. Ну, это здоровье, то есть, как бы, хочется, наверное, так, чтобы, то есть, как бы, у бизнеса и работники, и сам бизнесмен, то есть, как бы, были здоровыми, и для этого тоже государство должно определенные шаги делать. Мы же налогоплательщики, правильно, то есть, и хочется пойти, получить, то есть, как бы, обратную связь, чтобы быть потом довольными, то есть, как бы, за результат того, что мы работали, заплатили налоги и получили обратно свой результат. Вот этого хочется. Ну и всех телезрителей пригласим на форум 24 ноября. Однозначно. Форум называется «Бизнес делаем вместе». Можно узнать информацию в поисковых системах. И на этом программа интервью сегодня завершается. Нашим гостем был вице-президент Ассоциации предпринимателей Республики Башкортостан Юрий Васильев. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.